На тушении природных пожаров в Якутии работает 197 пожарных Федеральной авиалесоохраны, сообщает пресс-служба ведомства. По данным на вчерашний день, они тушили лесные пожары, действующие в труднодоступной местности Мирнинского, Алданского и Алекминского районов. За все время пожароопасного сезона в Якутии зафиксировано 95 пожаров. Это меньше прошлогодних показателей почти в 2 раза. В настоящее время в 8 районах Якутии введен особый противопожарный режим. Лесопожарный сезон на территории Республики Саха-Якутия продолжается. На данный момент уже в 16 районах действует особый противопожарный режим. Дополнительно за сутки введен в 2 районах в связи с отсутствием осадков и жаркой погодой. Классы пожарной опасности в лесах у нас растут. Тем не менее, обстановка с лесными пожарами находится под контролем. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики на данный момент нет. Также на территории 5 муниципальных образований республики из-за лесных пожаров действует режим чрезвычайной ситуации, в том числе в Алекминском районе. Там с начала пожароопасного сезона зафиксировано почти 20 природных пожаров. Елена Фаст продолжит. За весь период с мая месяца в Алекминском районе зарегистрировано 17 лесных пожаров. На 16 июля действовали следующие. 3 пожара с привязкой к населенному пункту Рицк и 1 пожар привязкой к населенному пункту Тяне. Пожар номер 12 и пожар номер 13 привязкой к населенному пункту Рицк. Сегодня планируется их ликвидация. В связи с создавшейся ситуацией по району объявлен режим чрезвычайной ситуации. К тушению пожаров привлечены команды формирования местного населения. Также переброшены специалисты из города Москвы. Было переброшено 22 сотрудника авиалесоохраны на 2 воздушных суднах Ми-8. Это на лесной пожар с привязкой к населенному пункту Тяня. Итого, получается, там задействованы силы в общее количество 34 человека. И дополнительно вечером будет 1 рейс, пока количество уточняется, сколько человек будет переброшено. И также вечером полетит 1 воздушное судно в сторону Рицка на лесной пожар номер 14. Тоже перебросят силы и средства. В связи с тем, что основные точки пожаров расположены в труднодоступных местностях, переброска людей и средств осуществляется вертолетом авиалесоохраны. Благодаря высокому профессионализму вылеты в случаях необходимости производятся и при тяжелых летных условиях. На сегодня основные точки – это пожар номер 14 в 16 километрах от села Урицкое и номер 17 в 8 километрах от поселка Тяня. Ситуация там осложнена скалистой местностью и труднодоступностью. Первая сложность – это каменистые участки, каменистые. Очаги пожаров в труднодоступных местах находятся. Вторая проблема – это поблизости нет воды. Тушение производится путем окапывания кромки пожара вручную и заливкой воды из ранцев. Воду для тушения в эти пункты доставляют вертолетом. Елена Фаст, НВК Саха, Алекминск.